На днях в здании Уйгурского театра музыкальной комедии состоялась конференция по актуальным проблемам школ с уйгурским языком обучения. В работе совещания приняли участие председатель Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана Шардинов, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Ахмадиев, вице-президент Казахской академии образования Дюйсибек Адильхан, директор Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования Баймолдаев Турсынбек, руководители департаментов Алматы и области, представители Министерства образования и науки, директора школ и приглашенные гости. На конференции обсуждались острые проблемы, накопившиеся в общеобразовательных школах с уйгурским языком обучения. В 2002 году мы провели мониторинг среди школ с уйгурским языком обучения, который был опубликован позже. Тогда многие школы открыто говорили о том, что они закрываются из-за накопившихся проблем. Результаты мониторинга вызвали тревогу в общественности, и она жестко требовала препятствовать стремительному сокращению уйгурских классов учащихся. Чтобы исправить ситуацию, уйгурские общественные организации начали оказывать очень серьезную материальную и моральную помощь. Общеизвестно, что последние годы регулярно спонсировались многочисленные гранты студентам-отличникам, абитуриентам. Также выделялись огромные средства остро нуждающим школам. В стране действует около 70 школ с уйгурским языком обучения, и при этом школяры испытывают острую нехватку учебников, а учителя – учебно-методические пособия на уйгурском языке. Из года в год сокращается необходимый выпуск учебников, а также их распределение и обеспечение среди уйгурских школ. Сегодняшняя конференция поднимает актуальные проблемы по школам, уйгурским школам. Проблем сейчас на сегодняшний день очень много. Это основная проблема, это участие в ЕНТ наших учащихся. В том числе наша школа, написав письмо в Министерство образования, получили разрешение на участие в ЕНТ. И наши учащиеся гимназии 153 100% участвуют в ЕНТ. И тесты будут сдавать на русском языке, согласно проведенным анкетам, наравне с школами уйгурскими и казахским языком обучения. Поэтому остальные результаты, наверное, скажем, после того, как сдадут ЕНТ, но на сегодняшний день эта проблема у нас уже решена. И вторая проблема – это комплектация детей, потому что за 5 лет у нас очень много мы потеряли детей из-за неучастия в ЕНТ. Поэтому при том, как мы получим какие результаты, я надеюсь, что наши учащиеся, или наша школа опять будет набирать детей. Мы на сегодняшний день мы должны быть конкурентоспособными со школами государственным языком и русскими школами. За последние 10-12 лет количество учащихся в уйгурских школах сократился почти в 2 раза, и на сегодня чуть более 16 тысяч детей уйгурской национальности обучаются на родном языке. Все больше наблюдается переход уйгурских детей в русскоязычные школы. На сегодняшний день накопились определенные проблемы, связанные с функционированием этих школ. Но прежде всего это вопрос включения уйгурских школ в единое образовательное пространство Казахстана. Имеется в виду школы с уйгурским языком обучения на сегодняшний день остаются не включенными в систему единого национального тестирования. Это первая проблема, пожалуй, на сегодняшний день наиболее основная. Но второй проблемой, наверное, это касается и определенной степени других школ казахских и русских, но эта проблема просто более, скажем так, сильно действует отрицательно на состояние школ с уйгурским языком обучения. Это вопрос обеспечения школ с уйгурским языком обучения учебниками и учебно-методическими пособиями. Значит, государством под проекты учебников выделяется необходимое финансирование, значит, включается соответствующий план, но в процессе реализации на уровне, скажем так, областных департаментов, возможно, районных отделов образования, при формировании, значит, заказов на эти учебники
при определении реальных потребностей вот, школ с уйгурским языком обучения не всегда вот, те данные, сведения вот, соответствуют вот, действительности. И в итоге образуется вот эта вот нехватка некоторых вот, учебников и учебных пособий. Ну, третья проблема – это тоже общая проблема, касающаяся всех школ. Это проблема кадрового обеспечения. Проблема обеспечения вот, квалифицированными учителями. Особенно вот, в сельских школах, значит, по некоторым предметам, значит, избыток кадров, по некоторым вот, как раз вот, очень трудно найти таких квалифицированных преподавателей. Ну и главной проблемой, которая вот касается непосредственно нас самих, вот за 70 более чем лет вот, советского государства существования, в общем-то, выросло несколько поколений, скажем так, русскоязычных уйгуров, которые вот уже как бы по своей культурной этнокультурной ориентации, в общем-то, немножко оторваны, скажем, от своего народа. И при определении, выборе языка обучения своих детей, в общем-то, продолжает отдавать предпочтение обучению на русском языке. Это, конечно, в первую очередь противоречит вот, ну, нашим интересам, интересам вот, этнокультурного развития уйгуров Казахстана, поддержания системы образования на уйгурском языке. И что немаловажно в условиях Казахстана, это, в общем-то, не соответствует интересам вот, укрепления развития государственного языка. В общем-то, учитывая близость, сходство вот, уйгурского и казахского языков, если бы вот наши дети обучались в народном языке, одновременно они смогли бы решить вот этот вопрос успешного освоения государственного языка. Ну, как вы знаете, в общем-то, сейчас идет процесс перехода всех властных структур, и не только властных структур, в общем-то, во всех, значит, срезах общества нашего растет престиж государственного языка, и сфера его функционирования с каждым годом расширяется, и в этих условиях вот, обучение вот, в ущерб, обучение в русских школах в ущерб вот, национальным, в общем-то, создает, в общем-то, препятствия в плане вот, карьерного роста, перспективы роста, получения работы, трудоустройства и так далее. То есть это проблема вот, обучения на сегодняшний день на родном языке, это становится не только сугубо внутриэтнической проблемой уйгуров Казахстана, это вообще приобретает, если вот подходить вот с таких позиций, в общем-то, это как бы проблема государственного значения. Вот поэтому вот сегодняшняя конференция, в общем-то, будет ставить этот вопрос вот, в различных аспектах, и в том числе вот, с позиции, значит, укрепления, развития, вот, расширения сферы применения государственного языка, овладения этим государственным языком вот, представителями этнических меньшинств, ну, в данном случае вот, представителями уйгуров Казахстана. Если мы сможем наладить, вот, значит, решить проблемы и наладить вот, систему функционирования с уйгурским языком обучения, это, соответственно, будет направлено вот и на укрепление развития государственного языка. Вот. Специалисты и участники конференции выдвинули обращение Министерству образования и науки уже в наступившем году обеспечить равноправное участие уйгурских школ в едином национальном тестировании наравне с казахскими и русскими школами. Департаментом Алматы и области по своевременному распределению учебной и методической литературы и содействовать комплектации школ и классов с уйгурским языком обучения, а также усилить поддержку уйгурским школам со стороны государства.